Республики Карачаево-Черкесия. Человек, предприниматель, который занимается, имеет производство народных ремесел в области фарфора, правильно я понимаю? Но нам интересен как мастер, который занимается таким древним, необычным, тяжелым, непростым искусством, как войлоковаляние. Поэтому давайте поаплодируем. Ты сюда приехал со своей семьей? Куда ты приехал? Жена Марина где? Я ее обещал, что они к нас придут. А где она вообще? Где-то спряталась. Ну, как всегда, она там где-то, да. Как у Карачаева. Да, как и положено у карачаевцев, потому что жена Марина, а дети есть твои? Все трое? Двое. Одним словом, семья Ждановых, в общем-то, в наличии. Может быть, потом им разрешат выйти? Наверное. Какой же подвал ты их отправил? Я хочу сказать, что мы познакомились с Амином где-то более 20 лет назад. Еще, потому что вообще-то он хоть и живет в Кисловодске, но они же уроженцы Малокарачаевского района. И поэтому он и является народным художником Карачаево-Черкесской республики. Ну и вообще же они считают Кисловодск. Они считают Кисловодск Малокарачаевским районом. Правильно я понимаю? Поэтому они потихонечку там уже, значит, обживаются. Так вот, Амин закончил Карачаево-Черкесский, тогда мы все его называли Карпе, пединститут, художественное отделение, а уже его жена заканчивала этот институт как университет Карачаево-Черкесский, правильно я говорю? Тоже закончила художественный факультет. Амина научил делать войлоки его отец, а потом, так как карачаевцы не очень работать любят, а заставляют работать в основном женщин. Правильно? Или неправильно? Как везде. Значит, он обучил этому мастерству свою жену Марину, а так как это, потом и дети пошли в ход. Поэтому здесь можно увидеть работы и отдельно его жены, в основном, конечно, это работы Амина, и их детей, они, в общем, там, вы если буклет возьмете, там даже написано, как на дне Ставропольского края, на дне края, да, его сын делал мастер-класс там и так далее, и так далее. Но Амин очень трогательно относится ко всему, что связано с его искусством, с его выставками. Когда я сказала 20 лет назад, мы познакомились, тогда он был просто участником фестиваля прикладного искусства. Мы проводили тогда фестиваль прикладного искусства несколько лет подряд, источник вдохновения. И вот так впервые, сразу мы его заметили, что он человек такой интересующийся, любопытствующий. Все ему было интересно, и уже в 2014 году мы тогда впервые сделали его персональную выставку. Поэтому, что представлено здесь на выставке, это, конечно, кто помнит, а может быть не помнит, или был на прошлой выставке. Какие-то работы здесь, конечно, есть сделаны до 2014 года, но здесь есть работы, сделанные с 2015 по 2022 год. Их, конечно, может быть меньше, они сосредоточены в основном в той половине зала. Но я хочу сказать, что мне нравятся работы твои более поздние, потому что там уже чувствуется больше цветочная традиция, строгость такая, значит, в цвете, в орнаменте, который ты более традиционно используешь. Чувствуется, что приходит зрелость, наступает. Она действительно наступает, потому что в сентябре исполнилось уже 25, 50 лет со дня его рождения, поэтому выставка еще является и юбилейной. Амин человек, конечно, такой доброжелательный, добрый, в чем-то щедрый, и, естественно, иногда, когда вокруг много внимания, он теряется. Но то, что вот он не ставит рядом с собой свою семью, это Амин. Говорит о пережитках прошлого. Поэтому вот культурное общество Алан, которое здесь, да, представляет, и вы тут будете ему говорить хвалебные слова, должны провести с ним воспитательную работу по этому поводу.
Я здесь несколько таких выдержек подготовила. Прежде чем предоставить слово выступающим, хотела бы в двух словах, так как вы этого все равно не скажете, потому что многие это и не знают, и запомнить это не смогли, может быть. Так я хочу напомнить, что все-таки мы должны всегда помнить, что Кавказ – это один из самых ранних центров цивилизации. И поэтому Кавказ хранит, древний Кавказ хранит богатейшую историю, связанную именно с культурой горских народов, которая начинается от строительства их знаменитых башен, сохранившихся до сих пор, до всяких разных других ремесел, которые были непростые, и которые родились, исходя из того материала, находящегося на территории Кавказа. Поэтому и до сих пор, и ранее, в древние, во времена еще Великого Шелкового пути, на Кавказе делались изделия из металла, включая ювелирные изделия, занимались резьбой по камням, делали изделия из дерева, и, конечно, одним из таких очень распространенных, которые находились во всех уголках быта, житья народа, в их обычаях и обрядах, находился войлок. Поэтому войлок считается одним из древнейших материалов, созданных человеком. Это первая нетканная шерстяная ткань, а войлоковаляние – древнейшее текстильное искусство. К первейшему упоминанию о войлоке относится легенда о том, что первый валеный ковер был найден на Ноевом ковчеге, где овечья шерсть, падающая на пол, намокала и сбивалась копытами животных. Ты знаешь эту историю. Но никому не рассказал ее. Когда же они покинули ковчег, то в нем остался что? Сваленный овцами ковер. Для многих народов войлок был основным видом текстиля, служившим на протяжении всей его жизни. Кавказцы говорили, что люди у нас рождаются и умирают на войлоке. И в то же время украшают им жилище, одеваются в войлочную одежду, укрывают коней войлочной попоной. Так как искусство войлока идет от древнейших кочевых народов, то это, конечно, юрты, сделанные из войлока, это бурки, сделанные из войлока, это всякие там, значит, щиты для защиты воина делаются из войлока. Например, я прочитала, что когда бурку ткать, это очень сложно. И, значит, чтобы проверить, не будет ли она в бурке, застревали пули, охраняли воинов. И не протекает ли в дождь бурка, делали таким образом, делали бурку, расстилали ее, брали огромные ведра воды и с размаху лили на бурку. И если под буркой было сухо, и вода, значит, не прошла из этих ведер, значит, бурка соткана была правильно. Войлок, согласно традиционным представлениям, оберегал от злых духов, вражеских сил. Это всегда в традиции народы приписывают различные обереговые влияния своего ремеслу. Спасал, естественно, от зноя и от холода. Изготавливался он из овечьей шерсти. В двух словах. Благодаря верхнему чешуйчатому слою шерсти овечьей, шерстяные волокна под воздействием горячей воды и пара способны сцепляться друг с другом. И на том основан принцип войлоковой. Дальше уже Амин, когда будет с вами общаться, он расскажет, как он делает раму, как по этой раме раскладывает в размер шерсть, да? Но для того, чтобы ее разложить, еще нужно много времени потратить, чтобы ее очистить, там, помыть, расчесать, все это сделать, и потом уже начинается процесс, так сказать, сделания кииза, который в основном, вот в технике которой работает сам Амин. Начало истории войлока исследователи относят к 5-6 тысячелетию до нашей эры, когда было что сделано? Одомашнены, Георгий Семенович, овцы. Как их одомашнили, так появилось сырье. Появилось сырье, появился войлок. Да, мясо это другое. Лапы только мясо. Вот там у нас открывают выставку, такой вот черно-белый войлок. Еще там есть фрагменты такой же техники. Это называется войлок-занавес, и называется он джигичкиз. Это войлок, сделанный Амином уже в 22 году.
Он внимательно с женой осваивал эту технику, потому что и назвал он ее «Послание из прошлого», да? Назвал он это «Бойлок послание из прошлого», потому что это один из древнейших самых, значит, методов. Есть несколько направлений этих ковров. Это вот как раз жигички есть, я не выучу Карачаевский никогда, который сделан в традициях, именно в традициях этого ковра, где должно быть черно-белое сочетание. То есть это очень плотно вытканное основное полотно, которое должно быть черного цвета, и дальше уже белый орнамент, который состоит в основном из бараньих рогов, потому что это один из основных элементов, который применялся в орнаменте. Так вот, самый знаменитый войлок занавес, вот такой вот, площадью около 30 квадратных метров, был найден при раскопках скифских захоронений, датируемых 6-3 веками до нашей эры, в одном из позарыкских курганов в середине 20 века в Горном Алтае. Поэтому, значит, вот Амин заинтересовался и создал, пока это начало, не знаю, наверное, это очень сложно продолжать, или почему, но мне кажется, такие войлоки сегодня, они как-то, ну, надо как-то вернуть в обиход в более больших размерах. Мы тебе будем помогать. Да, тоже будем осваивать это. Еще раз повторяю, что такой войлок должен быть обязательно горизонтальным, обязательно с бахромой и, значит, определяться контрастами черно-белого цвета. Значит, на Кавказе делаются еще и другие, и здесь они представлены, но в очень малых количествах. Вот уже мы древние посмотрели, это вначале совсем мало, а потом еще есть такие способы, как жигички и вичгенки. Это киизы, которые, значит, или аппликативные, или мозаичные. Жигич кииз делается путем наложения на войлок одного цвета, накладывается узор из войлока другого цвета. А вот бичген кииз известен как считается мозаичный, и это ковер с резанным орнаментом. Получается путем вырезания рисунка из войлока одного цвета и вшивания его в войлок другого цвета. Вот это вот войлоки. Сотрудники музея, идите, пожалуйста, поговорите там. Идите туда, Елена Ивановна, на свое рабочее место и там разговаривайте, пожалуйста. У вас есть свободное время, я смотрю. Вот эти вот войлоки, о которых сейчас сказала Башкирки, вот путем врезания. У тебя два. Еще раз уточняю. Два войлока. Вот смотрите, красный войлоки день и ночь. Вот исследователи, вот один красный, и там начинается красный. Это у нас ночь или день? Ночь. Это ночь, там у нас день. Вот он сделан по технологиям именно врезания, вшивания узора туда. И сделан традиционно тоже в красно-черном цвете. И именно очень в строгом, традиционном карачаевско-балкарском орнаменте, где научные исследователи считают эти ковры самыми яркими, самыми красивыми, которые представляют вообще гордость для этих народов в плане, значит, их ремесла, вот этого вот такого необычного. Ну и остальное, значит, что мы не будем говорить, да, уже посмотрим, расскажешь. Это орнаменты, которые, это здесь и глаза, кружочки, да, глаз, есть такие ковры, только с глазами, и ромбики, и прямоугольники, и растительный орнамент, там и тюльпаны, значит, там и розы, и всякие розетки. Вот круглый кииз сделан вообще вы же видите там элементы свастики такой, там своеобразно, потому что эти элементы применяются в их народных орнаментах, они не ярко выражены. Но ты сколько говоришь, год вы вот Год рисунки. Они год только делали рисунки, это же надо сначала рисунки делать, это как шпалера, в общем-то, фломастер. Сначала делаются рисунки, полотна, потом начинается уже качество. Это и остальные киизы так работают сам. Амин – это алакиизы, это группа алакиизы называется, когда уже, значит, войлок делается с использованием техники вкатывания. Вот то, что я начала говорить, раскладывается шесть, потом вкатывается другого цвета. Да.
и начинается вкармливание. Это тяжелый труд, как мы сегодня уже здесь разговаривали, что это очень тяжелый труд, иногда нужно применять большую силу, чтобы вкатать другие, значит, цвета войлока и сделать этот рисунок. И, конечно, он тут подчеркивал неоднократно, этот войлок киез должен быть обязательно двусторонний, и с одной и с другой стороны. Вот, поэтому, а вот гёза глаза, да? Гёза глаза, потому что есть да, посередине кубики по горизонтали, по линии, да. И вот это вот все, это, конечно, есть особенности, об этом можно читать, об этом много есть исследований. Но для того, чтобы это сделать правильно в традициях, это нужно все знать, прочитать. Вот он имеет еще высшую квалификацию как художник, и вот посвящает свою жизнь вот этому вот промыслу, ну, какое-то время, по крайней мере, посвящает этому древнему промыслу, благодаря которому мы с ним знакомимся, нам все это интересно. В прошлый раз мы даже здесь волоки учились делать. Мы сделали маленькие булочки, из которых потом сделали подушечки для иголок и так далее. Но это все затягивает, это интересно. Я смотрю, вообще все северные страны развивают волочное искусство, в том числе и недружественные сегодня нам страны. Они делают много волочных игрушек. Да? А вот Амин, чтобы вписать это в современную нашу жизнь, ну, чтобы быть, может быть, более востребованным или привлечь, так сказать, к разговору каких-то посетителей своих выставок, вы видите, еще здесь есть жилеты, очень хорошие жилеты, вообще необыкновенный шарфик из тонкого такого, значит, войлока, шляпки, которые можно одевать не тепленькие, да, зимой. То есть он делает это. Ну, что касается, конечно, картинок своих, это уже на любителя, уже обсуждать мы не будем. Таким образом, значит, я вам такой очень короткий экскурс, так сказать, для детей первого класса, значит, общеобразовательной школы сделала для того, чтобы хотя бы понимать, потому что вы сейчас начнете говорить хвалебные речи, вам будет от чего оттолкнуться. Вот, и я сюда специально позвала, значит, на эту выставку Юрия Васильевича Белого. Идите сюда, Юрий Васильевич. Идите сюда. Я уже что-то забыла. Я говорю в микрофон, потому что микрофон здесь никакой роли не играет. Дело в том, что он не хотел, конечно, идти, потому что сегодня люди оттуда не хотят спускаться на нашу жизнь такую, на нашу грешную землю. Но Юрий Васильевич очень любит народы Северного Кавказа. Он работал в Карачаево-Черкесии, он очень дружил со всеми, его там любили. Он очень хорошо знает историю Кавказа, он знает многих людей. Но я не художник. К сожалению. Поэтому вот в плане, так сказать, с точки зрения. Спасибо. Уважаемый Амин, Марина, если она только в подвале, то стоит, потому что ваши общие работы. Я действительно знаком с вашим творчеством, назову это так, уже много лет. Интересный художник вы. Искусство изготовления изделий из шерсти, но древнее искусство. И у русских есть традиция. Валенки возьмите, из чего они свалены из шерсти, укорочаются, и других народов Кавказа есть своя традиция. В Дагестане ковры делают из шерсти. В Карачаево-Черкесии делают вот такие изделия. Это очень важно. Вы знаете, вот эта булка, без нее человек пропадет в горах, где и летом температура минус 10-15 градусов летом, потому что там ледники, там холодно. И булку еще проверяли и так, если неделю человек под дождем находится, и она не протекла, это хорошее изделие. И Амин вот со своим творчеством, со своей семьей делает большое и важное дело, показывая, как можно из шерсти сделать прекрасные изделия, которые радуют глаз. Вы талант. Вот это же требует неимоверного труда. Делать вот ту
те изделия, которые мы видим здесь. Пусть это не отпугивает молодежь. Амин. Но вот я совсем недавно был в Кисловодске, специально там, вы знаете, есть сувенирный такой рынок. И вот, к сожалению, для меня, я думаю, и для многих других, нет там изделий вот наших ставропольских мастеров или мастеров Карачаево-Черкесии. А хотелось, вот люди же ходят, у нас сегодня посещаемость громадная курортов. А купить там нечего, есть там какие-то изделия, которые везут из Турции, там, из других стран. На здоровье пусть покупают какие-то бусы, мы радуемся же бусам всегда. Но вот если бы мы еще помогли, и чтобы вот такие изделия появились там, это было очень важно. У нас вот дома есть такая фигурка небольшая, ослик, старик Карачаевец сидит на ослике, и я утром просыпаюсь и смотрю на эту фигурку, и у меня куча ассоциаций. Я вспоминаю, как давным-давно на территории Карачаевского, еще не работал в Карачаево-Черкесии, еще студентом был, Карачаевского, Малокарачаевского конного завода, у Янбалки есть там такое место, картошку копал, помогал своему однокурснику, и там такой вот старик на таком же ослике. И я как бы возвращаюсь во времена своей молодости. Я думаю, что каждый, который приобщится к вашему искусству, вот смотрите, какие шляпки. Это ж, шедевр работы. Марина точно делает. Я не знаю. Шляпы, наверное. Ну, правильно он делает, потому что все, что делает его семья, он глава семьи, это его заслуга. И другие изделия, которые мы здесь видим, это очень важно, нужно. Я знаю очень много вашу фамилию, очень многих достойных людей. Это и из вашей фамилии вышли и политики, и крупные руководители, художников, правда, немного, но они будут еще. Поэтому я рад и желаю вам творческих успехов. Думаю, что всем нам доставит удовольствие еще раз полюбоваться вашей работой. Спасибо. По-карачаевски спасибо. Ну вот я хочу представить молодежи, предоставить Рустамбеку Батчаеву слово. Вот никто не знает, вы плохо аплодируют, значит плохо знают, надо, так сказать, вот пока будет работать выставка, вашему Карачаево-Балкарскому культурному центру «Алам» что-нибудь здесь провести, какое-то мероприятие, приобщить ваших земляков, которые здесь видятся, так сказать, чтобы посмотреть вот эту выставку. Пожалуйста. Всем добрый день. Ассаламу алейкум. Ну, для начала, Амин, я бы хотел тебя предостеречь, не ведись. Вот когда тебе сказали, это пережитки прошлого, там мне надо поработать, не ведись. Нет, если это твои условия, если это твои ценности, не поддавайся. Да. Пока не забыл. Вообще, отдельно за что я уважаю Амина, помимо всего прочего, у нас очень многие говорят о важности сохранения традиций, культуры, обычаев и так далее. Но Амин не просто говорит, он делом это показывает. Да? То есть он сохраняет искусство, которое идет из веков, и это, мне кажется, заслуживает отдельных аплодисментов. С Амином мы знакомы уже давно. Амин сам из Денов, у меня бабушка из Денов, поэтому мы с ним не просто областно Карачаевского района, не просто оба карачаевцы, но мы еще и родственники. И даже сегодня, когда я сюда ехал, мне друг говорит, может, ну и в эту выставку там поедим. Был бы не Амин, может, и поехал. А к Амину не могу я так подскрыть, поэтому желаю тебе творческих успехов, желаю, чтобы твои выставки показывали во многих городах, во многих странах. Мы со своей стороны, со стороны Карачаево-Балкарского культурного центра «Алам» всегда готовы поддержать. И сегодня мы вместе с молодыми пришли посмотреть две картины. У нас есть и люди в национальных костюмах. Вот. Если кто хочет подойти, посмотреть, я думаю, и Амин, и его супруга могут рассказать и про орнаменты, и про костюмы, и про кто-то хочет фотографироваться. Поэтому спасибо всем, кто пришел поддержать нашу земляка. Пусть выстраиваются.
Спасибо всем, кто пришел поддержать нашего земляка, а тебя, Амин, дальнейших успехов. Почему их сразу так? Это из вашей, я не поняла. Девочки, откуда? Это студенты? Карачаева, Балкарский культурный центр «Алан». Это наши активистки и активисты. Активисты, но они еще учатся и уже работают. Да, они студенты. Учатся пока. Хорошо, спасибо. Спасибо, что пришли. И приятно девочкам в национальных костюмах находиться. Почему ты не национальный? Слушайте, он ничего не говорит, я специально провоцирую. Георгий Семенович, вам дать слово? Хотите сказать? Я смотрю, вы воодушевились. Председатель городской думы Георгий Семенович Калягин, который многогранен в своих интересах к искусству. Интересы, конечно, есть, но я впервые сталкиваюсь ремесло, превращенное в искусство. Ремесло, превращенное в художественное произведение. Ремесло, которое радует не только тем, как оно сделано, но и тем невероятным трудом для того, чтобы добиться того, что сделано. Потому что это трудно рисовать кистью, а здесь, мне кажется, еще труднее. У каждого народа в своих территориях есть свои ремесла. Мы знаем шкатулки, по-русски и египетские кружева, в данном случае ковры Дагестана. Вот, сегодня мы знакомимся с искусством войлочного валяния, да, вот, которое имеет и прикладное значение, так сказать. То есть его можно повесить, положить, подвесить. То есть